Кыргыздарға жақын бір сыр деп есептеймін да, потому что на основе каймакка идет. Жеген таныс достар. Вообще, я изначально всегда мечтала, что у меня будут коровы и сыроварни, поэтому в такой момент я поняла, что уже пора начинать делать сыроварню. Салам алейкум, коллегалар. Биз абдан сонун бир жерде турабыз азыр. Аркабызда ушундай панорама. Бишкек бул жакта калды. Бул жер болсо Сокулук. Анан ушундай тоо этегинде жайгашкан Белек деген айылга келген болчубуз. Бул жерде сиздерге сыр боюнча маалымат тарталы деп жатам. Сыр кантип жазылат? Ошону бизге Жанар деген коллегабыз айтып бермекчи. Коллегалар, мынакей биз сыроварня, сыр жасалуучу жерге келдик. Орусча айтып берейин, сыроварня деп. Жанар, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Өзүңүздү Рахмат, тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Жанар. Я 10 лет как занимаюсь животноводством и 2 года как занимаюсь сыроделием. 2 жыл болду. Сыр менен иштеп жатасыз. Вот, и недавно совсем зарегистрировала УСО. Теперь вот буюрса немножко делаем шаги к росту, к тому, чтобы работать официально, легально и соответствовать всем правилам и нормам производства. Ушундай чакан сыр жасалуучу бөлмө экен, сыроварня. Буну качан, кайсы мезгилде жасап бүттүңүз? Канча убакыт кетти? Сыроварняны сентябрьде жасап баштагам. Вот, первую часть сначала стены, потолок сделали. Вот, ну это же вот как деньги накапливались. Если сыр продаю, коплю деньги, потом что-то, какую-то часть делаю. Вот. Потом после Нового года сразу вот сделала пол, кафель и мебель со столешницей. Уйлар абдан сонун экен, таза кандуу швец тукумундагы уйлар экен. Анан мурда ушундай эле тукумдуу уйларды бактыңыз беле же? Жок, биз буларды чыгардык да, өзүбүз чыгардык. У нас изначально, получается, нам повезло, действительно очень сильно повезло. Мы купили очень хорошую корову, у которой уже была помесь алато и швец. Она была очень крупная, хорошая корова и... Канча жыл мурун? 10 жыл мурун. 10 жыл мурун. 10 жыл мурун, и она жыл сайын 9 жыл она приносила постоянно только бычков. Только бука алып келчү да. И вот байкуш последний год, когда вот мы ее осеменили, она эгиз тууп берди да. А после этого вот эгиз болгондо умерла. Бука жок, 2 ургачы. 2 ургачы эгиз. Да. Вот эти вот экөө как раз экөө эгиз. 9 жолу тууптур да. А сүттөр ошол маалда башынан аягына чейин бирдей, ар бир тууган сайын бирдей сүт берди же карган сайын сүттөрү азаяп экенби? Мы вообще жаңы алып атканда 25 литр сүт берет деген да. Анан кийин бияка алып келсек, она нам только 6 литров начала давать. И мы же первый раз, получается, корову делаем. Жок, это было уже ей сколько было? 4-й или 5-й год был. Вот мы взяли, и я в шоке, да, что только 6 литров. Я думала, нас обманули или что-то такое, а оказывается, у коров только бывает, когда смена хозяев идет, у коровы стресс. Она меняет место, и у нее резко молоко уменьшается. И я была в шоке от того, что у коров бывает стресс. Вот. Канча күн стресс болду? Она вот эмки тууганга чейин, получается. Вот мы ее осеменили, и жаңы осеменять этип атканда у нас здесь очень хороший был ветеринар, Калмурат Байке. И вот тоже очень повезло, да, что он приехал, начал рассказывать, что породистая корова, их надо вовремя кормить, что вот это давать можно, вот так делать нельзя, барна теперь да. И вообще он тогда объяснил, что вам очень повезло, и вам надо племенных коров чыгаш керек деген да. Калмурат Байке ушул Белек айылдарына чейин келет экен да? Вот келчү да?
Келчү эле. Келчү, да. Азыр? Сейчас азыр келбейт. Азыр келбейт. Окуучулар келеби? Жок. Келишпейби? Сейчас у меня вообще другой ветеринар. Биз аны менен 6 жыл болду иштешип атабыз. Аты Алмаз Байке. И Ошол айылда да, Белек айылында. жок, ал деген вообще сокулуктан да өзү. Вот. Бирок өзүңүз деле малдарды үйрөнсөңүз керек, кандай эмне кылып Да, я калганда. после этого начала же изучать, потому что на тот момент еще дагы 2 уй алганбыз. Тоже были высокопородистые, жакшы уйлар болчу. Аларды дагы багып караш. Потому что мы начали замечать, что вот жаңы тууду сүтү аябай жакшы көп берип баштады да. А жайытка жиберсек, сүтү резко в 2 раза снизилась. Оказывается, да, басып келгенге ушундай болот экен. Им далеко ходить нельзя. Азыр кандай сыр жасайбыз? Азыр 2 түр сыр жасайбыз, 2 түрлүү. Это будет моцарелла и бурата. Достор, биз мынакей сырлар жасалуучу жерге кирдик. Абдан сонун экен, аппакай, так таза. Азыр эмне кылып атасыз ушул малда? Бүгүн моцарелла деген сыр жасайм. Моцарелла. Все начинается с того, что я вчера вечером отпастеризовала молоко, внесла закваску. Вот, и с утра начала разогрела молоко, внесла фермент, подождали вот необходимое время, и теперь вот разрезаем. Вообще вот это вот то, что вот как желе, как холодец, катып калган нерсени колье деп айтат да. Вот это сгусток. Теперь из сгустка надо получить зерно, сырное зерно, и чтобы получилось хорошее, качественное зерно, нужно его разрезать и вымешать. У каждого сыра, у каждой разновидности сыра свое зерно, своя нарезка, своя техника. Вот. Самая крупная нарезка, она бывает у вот этой вот моцареллы. Калын кесилет ошон, да? Да, вот теперь мы сейчас столбики порезали, теперь будем делать по горизонтали. Мунун жасалышы башка сырларга караганда оңоюракпы? Ар бир сырдын өзүнүн бир эме болот да, өзгөчөлүгү болот. Где-то надо потоньше быть, где-то надо. Мунун өзгөчөлүгү в том, что мы сейчас его, это сыры паста филата, это вытяжные сыры, да? И самая сложность в нем правильно вытянуть и правильно сформировать шарик. Убакыт боюнчачы, мөөнөт боюнча бул? Ну, это такой средний по времени. Потому что вот вытянуть это время, да? Если сравнивать с брынзой, этот сложнее. Брынза проще. Вот, порезали вот такие вот. В среднем от 2 до 5 часов бывает. Это в зависимости от кислотности, да? Вот кислотность хорошо набрало, быстро потянулось, быстро приготовилось. Если кислотность медленно набирается, тогда надо 3-4 часа подождать. Это зависит от того, как закваски работают. Азыр ичиндеги суусу дагы көбөйөт да? Көбөйөт, да, надо, чтобы чуть-чуть стянулось все это, зерно, чтобы закрылось, кругленькое стало. Как это бышырыш керек, да? Но не прям, что бышырыш керек, 38 градусов почти, примерно. Потом еще одну мы швейцарскую корову купили, мы ее осеменить не могли. Мы ее год держали, не могли осеменить. И потом только узнали, что она, кажется, переболела гепатитом, и она уже не сможет приносить телят. Потом продали, поменяли. На забой где-то дала? Да, потом в первый раз такое было, что у нас здесь вообще по селу очень сильная эпидемия ящера прям была, везде была. И тогда тоже признаки первые я почувствовала, поняла, что что-то не так, да? Но только через 5 дней, оказывается, уже внешне было видно, что у них ящер. И как раз тоже осенение... Первый опыт? Да. Ящер бойынша? Да. И как раз первый теленок туда. И 10 күндөн кийин он сдох. Это просто вот так вот слезы были. Вот, первый теленок, а вторая корова, вот, которая, мол, егисти не неси, она тоже у нее егис, только эки буха болчу, да, скинула. Это был у нее 5-й месяц, на 5-м месяце она скинула. Бала салды? И вот ошондо это было очень больно, да? Хотела бросить уже все продать, ничем не заниматься.
ооба эмгек 9 ай 1 жыл Да. күтүп туруп андан кийин Сүттө получается еще оказывается яшурдан кийин уйдун сүтү аябай азайып калат экен да. ошондо музосуна да жукты да яшур. Музосу яшурдан билип атабы? Вот тут у меня очень спорный этот момент, да. Ветеринар сказал, что телята от ящера не умирают, да? Бирок, мне кажется, что все-таки это был ящер. Мне так кажется, я не знаю. Уруктандыруу боюнча дагы эле жасалма уруктандырып кетишет. Өзүңүз үйрөнүп элексиз. Во-первых, вот этот вот материал, его закупать надо и хранить надо правильно. Это же тоже какие-то определенные расходы, поэтому мне как бы сейчас экономически выгоднее приглашать ветеринара. Экинчи сыр, атын кандай дедиңиз? Буратта. Буратта. Сүттүн сливки, май, Каймак. Каймагын өзүнчө ысытып туруп пастеризация кылынат экен, андан кийин Муздатыш керек. кайра муздатыш керек экен. Муздаганда канча температурага чейин муздаш керек? Вообще, чем холоднее, тем лучше. Мустак болуп калат. Да, насколько вот мустать, можно до 20, можно до 15 мустатаешь собой. Бул дагы бат жазалуучу сыр. Суусу чыгып, андан кийин топтошуп калат экен. Топтошуп туруп, өзүнчө ушундай алып, бягын тарттым да. Азыр эмне кылып атасыз ошондо? Это начинка для бураты, страчателла называется. Ее надо тоже вытянуть. Чоюлчак болуп калыптыр ушундай. Потому что он кислотность, вот если вот не тянется, это значит кислотность еще не набралась. Если тянется, значит кислотность пошла. Жаңы эле түшкөн моцареллалар ушундай мустак сууда туруш керек экен, анткени формасын жоготуп коет экен да. Башында сүттү өндүргөндөн кийин эмне кылчу элеңиз? Анан сүттү кайра иштетиш керек деген ой каяктан келип чыкты? Вообще изначально, как все люди, молоко сдавали молочнику. Но когда ты ухаживаешь хорошо за коровами, за высокоудойными коровами, ты понимаешь, что те деньги, за которые молочник берет молоко, они не оправдывают то, какой ты вклад делаешь в коров. То есть это чистое питание, да? Это хорошая трава, это хороший ячмень. Вот. И вообще я изначально всегда мечтала, что у меня будут коровы и сыроварня, поэтому в такой момент я поняла, что уже пора начинать делать сыроварню, хотя вообще идеи и мысли, как вообще сыр делается, вообще не было. Слава богу, у нас сейчас есть интернет, я начала просматривать YouTube, что, оказывается, для того, чтобы делать сыр, надо закваски покупать, культуры, нужны знания, и вот так вот я пришла к тому, что нужно делать сыр. Ошондо үйдөгү кишилер өткөрчү эле, үй бүлөдөн сүттөрдү мурда өткөрчүсүздөр беле же? Все, сүттү саадык и сразу эртең менен сүтчүгө берчүбүз. Машина менен келип чогулуп кетчү. Сиз болсо ошол кезде эле мен кайра иштетип ушундай сыроварня болот деп. Сыр болот деп ойлогом да. Анакей сырдын өзөгү деп койсок болот. Эң башында башталып жатканда ушул закваскалар кошулат экен. Вот такие вот. Толтура түрү бар экен. Аябай көп түрлөрү бар. Аябай көп түрлөрү. Бул жакта канча түр бар азыр? Азыр биякта, наверное, где-то 7-8 видов есть. 7-8. Разных. 7-8 болгондо ошондо 7-8 сыр. Абсолютно. Вот это вот, например, голубая плесень, да? А вот здесь вот есть белая плесень. Здесь есть термофильная закваска, мезофильная закваска, есть защитные культуры. Это благородная плесень, да? Их специально культивируют, выводят. Зыяны жок. Да, наоборот, они полезные. Они специальные ферменты выделяют, свои такие специальные вещи, которые вот ты кушаешь и полезно. А это фермент молокосвертывающий. Они бывают животного происхождения и микробиального, да? Я использую микробиальное, потому что среди тех, кто покупает у меня сыр, есть те, кто вегетарианцы, да? И если вегетарианец, чтобы спокойно ел сыр, что нет ничего животного происхождения. Ошону сурайбыз. Да, сурайт обязательно. Чужный фермент, химозин, пепсин и микробиальный.
Бізде да демек ошондой адамдар эки түрлүү көбөйүп баштаптыр да. Ооба. Италиядан чыгат экен. Булардын чыккан жерлери өлкөлөрү. В основном Италия. В основном я пользуюсь итальянскими. Есть вот с Финляндии и есть еще с Голландии. Бул жерде сатылабы негизи Бишкекте? Насколько я знаю, бир жерде сатылат, но там того разнообразия, которое мне нужно, мен тапкан жокмун, да. Ну, в общем, мне те закваски, они не очень нравятся, если там, скажем, разные же фирмы есть. Мне больше подходит вот эта фирма, кому-то подойдет та фирма. Италиядан заказ бересиз буларда. О, Италияда демек сырлар жакшы да, башка өлкөгө конечно, караганда. да. Там один из самых крупнейших в мире производителей сыра. Вот они же с Францией постоянно соревнуются. Закваскаларды ошондо Италия экспорт кылат экен да көп, э? Да. Көп жерлерге. Голландия тоже очень много делает заквасок. Ушел? Кошуп атканда могул жерде. Это обязательно, да. Это ювелирные весы, потому что мы здесь должны взвесить 0,001 миллион. Потому что я делаю маленькие объемы, и очень важно соблюдать вес закваски. Потому что много болып қалса болбой қалат, аз болып қалса да болбой қалат. Там надо точно вносить закваски. 0,100 0,1, Ага. ошончо грамм. О. Демек бул аябай эле аз. Ну вот, смотрите, вот эта вот закваска, она на сколько? На 50 литров. 50 литрге. Мынакей 50 литрге кошулат экен ошол. Ошончалык. Бул канча азыр тарза койсок канча көрсөтөт? Муну сырты менен болгондо сырты дагы салмак болуп кетет да. 2, и здесь примерно 1 грамм с чем-то это будет вес колбочки, да. Вот 2,13 это будет минус 1 примерно, да, и там 1,13 грамм. Бирок муну таразага сиз мындай тартпайсыз да, сыртка чыгарып тартасыз. Да, обязательно надо подложить и взвесить. Азыр болсо кошулбайт эчтери ошон үчүн. Салмагы. Мы уже все добавили, там у нас уже все. Булар кайсы сүт мисалы келгенде кайсы убакытта кошулуп баштайт? Ысыгандан кийин мисалы. Вот вообще по правилам сүттү алабыз, фильтруем и ставим остужаться обязательно до 4 градусов. Это быстрое остужение должно быть, это будет идеально. Потому что само молоко, оно тоже должно созреть, чтобы с ним работать. Потом, когда 4 градуса болгондо, мы молоко достаем и пастеризуем. Там 68-72 градуса, в зависимости от сыра тоже. Есть 65 градусов, 68, 72. Градустарын так белгилейсиңер? Да, это вот у нас термометр бар, обязательно. 70 градус, 65 деп. Там тоже есть своя выдержка, там можно выдержать полчаса, 10 минут, 10 секунд деген выдержками. Потом срочно, быстро надо остудить до 34, до 36 градусов. Вот такой порог, в зависимости от закваски. Когда молоко остынет, потом мы вносим закваски и замеряем. Вот все изначально начинается pH-метр деген нерсе бар. Мы забираем кислотность. Вот. Когда кислотность у нас сдвинулась, мы получили, вот, например, изначально молоко было 6,8. Мы вносим закваску там 6,8, 6,7. И мы получаем, в итоге кислотность начала повышаться и получается 6,6. Вот 6,6 мы получили и начинаем тогда вносить хлористый кальций для нормализации молока. Абсолютно безвредная вещь, но она для стабильности нужна, чтобы сгусток у нас был стабильный. А потом добавляем ферменты. Потом начинаем нарезку. Хлористый кальций. Вот, например, мы же пастеризуем молоко, и какая-то часть кальция, она разрушается. Почему молоко, я сейчас всем говорю, кипяченое молоко пить нельзя, в нем нет кальция. Надо его обязательно только пастеризовать. Потому что даже когда мы пастеризуем, часть кальция выпадает в осадок. Да. Вот. Чтобы вернуть, нормализовать кальций, мы добавляем хлористый кальций. Вот, когда гишибернеме болгондо, первая же помощь, это вливают в раствор хлористый кальций. Поэтому мы его смело добавляем. Кайра толуктайт экен. Кайра толуктайт кальций. Жаңы сүт салган сыяктуу болуп, ошол сүт. Да. Туралап толукталып калат экен, да. Вот, потом фермент добавляем, и потом начинается нарезка. Потом вымешивание, да. И очень большая роль того, как мы нарежем и как мы вымешиваем. Потому что от этого вот очень много видов сыров почти с одинаковыми заквасками идут, но сам процесс, он разный, да, и получается разный сыр. Кескендери, да. Да, есть сыры самопрессующиеся, есть сыры, которые нужно прессовать. Я делаю, когда прессую сыр, я вот в такой вот пресс делаю. Маленький сыр.
Если не надо прессовать, самопрессующиеся я делаю вот такие маленькие или вот такие большие. Ичине эле салып коет, өзү Да, само прессуется, просто надо переворачивать. сулар болсо агып кетет, э? Мгм. Поэтому вот дырочек очень много. Башка уйлар, башка биздин жергиликтүү уйлардын майлуулугу бул таза швейц уйларына караганда азыраак болобу? Вообще, мне кажется, что вот пока породу выводили, европейцы же в основном занимались тем, что выводили породу, они именно для сыра и выводили, чтобы выход с молока был больше, чтобы качество сыра было лучше. Потому что первое время, когда я брала у односельчан молоко, сыр не получался, потому что качество белка очень низкое содержание кальция в молоке, и поэтому сыр просто не получался, даже просто вот сгусток не вставал. И я пришла к тому, что, во-первых, нужно, чтобы корова была, она хотя бы частично породистая, да? И плюс еще, чтобы эту корову очень хорошо кормили. То есть это должна быть высокого качества трава и обязательно корм ячмень. Кукурузный корм не подходит. Ал жерде жеке эле майлуулук эмес, демек протеиндердин, белоктордун сапаты ошолордо аябай таасир берет экен да? Соотношение, да, Кандай высокое. чөп жейт. Мисалы чөптө эле уй эгерде жүрө берсе, ошонун сүтү сырга көп жарай бербейби? Жарайт. Если Жарай если трава хорошая, питательная, как бы если химикатов никаких нету, жарайт. Жарай берет. Да. В основном вот, когда изучаю тему сыроделия, когда я изучаю европейских фермеров-животноводов, они вообще за то, чтобы только травой питались коровы. Только сено, только трава. Они даже ячмень не дают. И они вот только на траве, они очень сдают густое, жирное молоко. Сапат да жакшы болот сырдын жасалган. Жүгөрүнү эмнеге бербеш керек деп атасыз? Потому что жүгөрү, он дает же высокий жир, а у коровы вымя так устроено, что вот этот жир, он забивает молочные каналы, и все, там автоматически мастит уже лежит. И потом чуть-чуть там жел жүрүп кетет, чуть-чуть там кто-то ударит, что-то и сразу мастит раздувает. Поэтому у нас вообще очень высокий процент мастита, потому что очень многие кормят жүгөрү жем менен. Жүгөрү жем бербеш керек демек. Сиз арпа бересиз, арпага да башка эмне кошосуз? Арпага кичине урпак кошуп берем. Урпактан. Ал болсо таасир этпейт. Ал таасир этпейт. Арпаны өзү менен эле бакса болобу? Өзүнө эле берип? Да. Только мне вообще сейчас очень интересна тема гидропоники. Мне кажется, что это оптимальный вариант. Особенно, когда у нас знойная жара, травы нету, трава выгорела и зимой. Когда вот сочный корм нужен, заменить, вот, например, если ты делаешь сыры, то силосом кормить корову нельзя тоже. Это повлияет на сыр, негативно повлияет. И в зимнее время можно кормить гидропоникой, чтобы этот сочный корм был. Силас менен синаш бергенге болбойбу? Болбойт. Потому что если вот, например, поставлю я сыр, сделаю, он будет долгое время вызревать, сразу белгиленбейт да, что вот силас давали, синаш давали. Но даже вот жом нельзя давать. Потому что полгода пройдет, и этот сыр вот изнутри просто взорвется. Или там еще какой-то порог в сыре начнет. Потому что сам процесс того, как происходит вызревание сыра, он очень такой интересный, там очень много процессов происходит. И все свои свойства молоко раскрывает вот постепенно. Вот так вот. Ошо башыңыздан өткөн силас берип көргөнсүз, ошону көргөнсүз же? Нет, это я уже на обучении прошла. Сиздеги болгон маалымат, Да. Аны болсо өзүңүз? Нет, я не видела, не пробовала. Даже рисковать не буду. Я же знаю, что так это возможно. Зачем мне потери нести? Кышкысын болсо сүт алганда чөп берет экенсиз ошондо? О, чөп. Кургак эле чөп. Кургак чөп и арпа жем. Мындай учур болуп атат да, мисалы азыр сүт сезону башталды да. Анан көпчүлүк элдерде тукумдуу уйлар жок. Эгерде уй жакшы болсо, код болсо мисалы сүт бер дегенчи. Кышкы мезгилде чөп берип, арпа берип, жайкы мезгилдегидей мисалы жашыл чөп жеп сүт берип атат да. Ошол сүттү кышында деле бере алабы? 20 литр берсе, кышында деле ошондой бакса береби деген да. Если это породистая корова, да. Берет. Берет.
Потому что у меня такое было. Вот, у меня был отел и летом, и осенью, и зимой, и весной. И если у нее задатки вот это вот есть, высокоудойности, да, она в любой сезон даст. Вот в прошлом году у нас же вот засуха стояла, травы не было, вообще сочной травы не было. Везде сухарики только были, вот эти вот колючки, да. И у меня первый отел был, из первого отела, без дополнительного корма, только на вот этих сухариках, с первого отела мне корову дали по 25 литров молока. Потому что у них уже есть предрасположенность давать молоко. Өзіле береді, болған рационның жетішті Да. тойып там беріш керек, сүт. Естественно, если бы была сочная трава, если бы был корм другой, да, дополнительный ячмень, они бы дали больше молока. Но даже на вот этом минимуме они дали 25 литров, и это уже высокий удой. Азыр жанагы сырыңыздың Буратта деген сыр. Буратта, ошол жасалып атат азыр. Ооба. Буратта деген сыр жасалып атат. Начинаем ушундай мешочек болот. Ичинде каймак, эстрочитала. Канча убакытта даяр болот бул? Был уже все, в принципе, к употреблению готов, только остынет. Вот она уже готова к употреблению. Вот моцарелла. Мынакей бул жерде өзүңүздөр көргөндөй укмуш кооз сырлар бар экен, түрлөрү таанышта кетпейсиз булар. Рахмат. Это будет камамбер. Я его только вот поставила вызревать, он будет готов через 3 недели. Он обрастет белой плесенью пушистой. Уйдун үстүнөн жасалган бул? Обязательно уйдун сүтүнөн. У меня, в принципе, в основном уйдун сүтүнөн жасалат. Вот эти шарики это сыры по технологии Бельперкноля, швейцарский сыр. Это мой сыр кочевник. Өзүңүздүкү ал? Да. Бул сырлар? О. Өзүм, да. Өзүм чыгаргам. Ичинде эмнелер кошулмалар? Бул деген пажитник, еще хельба называют, кыргызча чытыр. Аябай пайдалуу дейт го для организма. Вот. И еще он в сыр дает такой вкусный ореховый такой аромат. Сакталуу мөөнөттөрү кандай болот булардын? У вот этих вот сыров нету времени. Они могут, вот если правильно их поставить, влажность, все будет правильно, они могут бесконечно стоять и будут только вкуснее становиться со временем. У камамбера 1,5 месяца срок годности. У моцареллы, дней 5. Буларды качан жеп баштаса болот? Канча сактап туруп анан жеп? Им надо хотя бы 3 недели постоять, чтобы чуть-чуть вкус начал раскрываться. А так, в идеале 3 месяца они должны выдерживаться сначала. 3 месяца, 6 месяцев, да, потом только идти в употребление. А моцарелла болсо? Моцарелла жаңыле жасадык, уже можно кушать. Ооба, жаңыле биз башында көрсөтүп аткан моцарелла даяр болуп калды. Кандай болуп кесилет булар? Это делается вот так. Сейчас. Вообще, если бы был помидор, базилик, это все было бы красиво оформлено. Мы бы положили с помидорчиком. Азыр алар быш элек, жаз мезгили, да. Жайылган. Вот так вот красиво укладывается по очереди помидор, моцарелла. А бурата это вот можно вот обычно подают как руккола делают салат, сверху поливают так уксусом бальзамическим. Грузияның и вот так делают. Окшош кылат туруп Так, и чего мындай болот? Вот так вот делаем, и можно кушать. Мынакей моцарелланы жеген табыз достор. Дам укмуш соңдон. Мен улам атын унутуп калдым. Буратта. Жата аябай көп убакыт кетет болот. Вот этот вот кыргыздарга жакын бир сыр деп эсептейм да, потому что на основе каймакка идет. Ичин мен алып чогулуп алып жиберсем болот да, ичин биринчи. Да, как хотите. Сырты менен ичи менен без разницы. Все вкусно будет, буюрса. Каймактын дамы келет экен. Абдан дамы экен да. Мынакей коллегалар жазалышы. Бир күн убакыт кетет да ошондой кечинде даярдалса. Если мен обычно с утра начинаю все это делать и часам к 4 бүтөм да. Обычно. А так бүгүн силер келет деп я с ночи начала готовить.
көпчүлүк айыл жергелеринде азыр жайлоо сезону башталат, элдер жайлоого кете баштайт, жылуу жерлер болсо жайлоого кете башташты. Анан сүттү кайра иштетип, мисалы куруттарды жасашат, май тартышат, жайлоого барып, анан ошол жерлерге машина барбаган жерлер бар, анан ошентип иштетип келишет да, сүзмө. Айырма кандай болот, мисалы сыр жасап иштеткен жакшы болобу же ошондой мындай бат жасалуучу продукцияны иштетип чыгарган жакшы болот эмне элдергечи? Анан сырга болгон суроо талап кандай? Сырга спрос хороший, в принципе, сейчас у нас спрос на сыр растет. Просто тут нужно, мне кажется, чисто свои наклонности смотреть, как мне удобно, как мне хочется, как я могу, да? Вот мне это интересно, да, мне интересно высчитывать каждый грамм, мне интересно вот выдерживать каждое время. Мне не жалко тратить на это время и потом выжидать, когда этот сыр вызреет, посмотреть, как он получится. И я готова в это и финансово тоже вкладываться. А есть люди, у которых как бы финансы ограничены, они не могут перейти на сыроделие, и у них есть другие варианты, да. Например, топленое масло делать, например, курут делать. И человеку надо просто смотреть на то, как он хочет вообще это делать, как он хочет перерабатывать свое молоко. Негизи биздин сыр жеген маданият негизи кандай өнүгүп келет атабы? Өнүгүп келет, да, у нас растет, у нас и знания растут, и, во-первых, а во-вторых, очень много людей же, которые за границей побывали, сюда приезжают. А сыр это такое дело, если ты один раз попробуешь, то у тебя потом все время хочется его кушать. Есть такая особенность у сыра. А киреше жагынан баары сырлар кымбат болуп туруш керек, продукциялары. Ну, сары майлардыкына караганда дейм да, эгерде. Мне кажется, вот там разницы особо нету в том, сколько мы получаем, потому что, чтобы получить сыр, надо и больше вложиться. То есть это надо закваски из-за границы. Если даже сами закваски мне дорого не выйдут, просто особо они ко мне прилетели, эта доставка у меня очень дорого выходит. Плюс еще вот, например, это же удобно, ты сегодня обработал молоко и завтра продал. А есть сыры, которые тебе надо обработать и ждать на 6 месяцев, да? И за это материальные затраты хорошие. А в это время у тебя идет и за электричество, и за газ, там какие-то свои тоже расходы. И коров при этом тоже кормить надо, да? И это все у тебя оправдается, возможно, через полгода. Окуганга канча убакыт кетти? Обучение у меня шло 3 месяца. 3 айда. 3 айда үйрөндүңүз. Бирок ага чейин өзүңүз дагы окуп же көрүп кандай изилдедиңиз дейм да? Нет, вот только я нашла платформу для обучения, прошла обучение, потом я ездила в Москву, обучилась. Вот так вот. 3 ай окуп, андан кийин сырга баштадым. Но практика это на самом деле обучение теоретическое 3 месяца, да. Вот это вот год, который я делала сыр, это было когда раз у тебя ты готовишь 90 литров молока, обрабатываешь, и раз сыр не получился. Ошондой учурлар болду да башында? Да, очень много раз. Или там я, например, поставила сыр вызревать, и он у меня не получился. И это я увидела только через неделю, что сыр не пошел. И таких вот ситуаций очень много было. Там очень много было ошибок, на которых я училась. Коллегалар, аябай сонун маек болдуго деп ойлонуп жатам. Аябай узак болду. Аягына чейин көрүп келсеңиздер, абдан сонун маалымат алдыңыздар деген ойдомун. Фермерлерге 1-2 сөз айтып койсоңуз болот. Я пожелаю всем успехов в нашем нетрудном деле. И самое главное верить, что у нас все обязательно получится, и будущее за нами.